Минувшая неделя была очень богатой на спортивные события. Одним из таковых стал открытый Кубок Зауралья по русским шашкам, который вот уже в 4-й раз проводится в Сибае. Организаторами выступают Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан и межрегиональная общественная организация Федерация международных шашек. Турнир проводился поэтапно в течение учебного 2016-2017 года и охватил более 150 человек. По доброй традиции детский Кубок Зауралья стартовал в Баймаке, а финальный этап принял Сибай. В итоговом соревновании участвовали 34 шашиста и 20 шашисток из Абзелиловского, Баймакского, Бурзянского, Зилаирского районов, городов Сибай, Баймак и Магнитогорск. Возраст 2004 год рождения и младше. Дети до 14 лет играют. Но эти постоянные наши участники, они из года в год участвуют, а также здесь есть участники республиканских соревнований. Много детей-разрядников. Церемонию открытия украсил образцовый ансамбль танца «Гульдар», исполнивший под бурные аплодисменты народный танец «Сал-Урал». После красочного открытия пришел черед красивой борьбе. Она развернулась в 6 группах, как среди опытных участников, так и среди новичков. Для юных абзелиловцев и воспитанников Сибайского социального приюта для детей и подростков эти соревнования по шашкам стали первыми в жизни. Я занимаюсь шашками с 4 класса. Это больше, чем игра. Это в первую очередь развитие интеллекта, развитие мышления, развитие логики. И это благоприятно влияет на ребенка или взрослого человека. Мне нравится спорт, потому что они учат развиваться и быть здоровыми. Я занимаюсь с маленьких лет. Когда мне было 5 лет, мне дедушка учил шашки играть. Играть, думать. Причем, чтобы думать, это надо успокоиться. Победители и призеры Кубка Зауралья среди детей определялись по суммарному количеству баллов, набранных в ходе всех 3 этапов фестиваля. Все 6 кубков завоевали баймакцы. Лучшим тренером, как и в прошлом году, признан также Зульфар Зубаиров из города Баймак. 10 его воспитанников заняли призовые места. Евдокия Титаренко, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.